В этом году наша страна отмечает 85-летие поэта, народного писателя Казахстана, лингвиста-исследователя, тюрколога, политика, видного государственного и общественного деятеля Олжаса Сүлейменова. Олжас Сүлейменов родился 18 мая 1936 года в городе Алмата. Он происходит из семьи первого поколения кадровых военных из национальной среды. Его отец был офицером первого казахского кавалерийского полка, но сталинские репрессии не обошли стороной семью Сүлейменовых. Когда Олжасу исполнился год, отец был расстрелян, как и многие лучшие представители командного состава Красной армии. В 1954 году, после окончания средней школы номера 28 имени Маншук Маметовой, Олжас Сүлейменов поступил на геолого-разведочный факультет Казахского государственного университета имени Кирова. Однако поэтический дар заставил его пересмотреть свой жизненный путь, отложить диплом инженера-геолога. В 1958 году он поступил на высшие литературные курсы при Литературном институте имени Максима Горького. Особой заслугой Олжаса Сүлейменова как общественного деятеля политика является создание движения «Невада-7», которое за короткое время добилось установления моратория на взрывы на Семипаладинском полигоне. 28 августа 1991 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии полигона. Будь с гордым горд, он не отец пророка. Будь с робким робок, он тебе не раб. Я так и поступал, клянусь, дорога. Не всем, кто ждал, помог, ведь я не Бог. Что в силах одинокого поэта на все вопросы не нашел ответа. Но людям я не лгал, хотя и мог. Хотя и мог. Занимаясь обширной государственной и общественной деятельностью, Олжас Сүлейменов никогда не забывал, что он прежде всего поэт-писатель. Творческая работа – постоянная его спутница в жизни. Олжас – известный во всем мире автор многих книг, вышедших на разных языках. Будучи казахом, он пишет на русском языке, оставаясь, несомненно, поэтом казахским. Он искренне, нежно любит свой народ, свою страну. Но он еще предан всему человечеству, он большой патриот земли.
Поэзия Олжаса Сулейменова учит нас истине, пониманию исторического становления народа. Творческое воображение уносит поэта вдаль веков. Его чуткое ухо улавливает заглушенный столетиями топот коней, глаз выхватывает из мрака времени зорницы яростных сражений. Кто мы, казахи, откуда мы пришли, зачем призваны быть на свете, что мы принесли с собой, что дали миру? Олжас напряженно размышляет над этими вопросами. В этом плане одно из лучших стихотворений «Чем порадовать сердце» передает взгляд поэта на историю своего народа через призму сердца. В стихах Олжаса Сулейменова отражены яркая экспрессия, зримая образность, тонкий юмор, острая сатира, неожиданные повороты и много других граней. Поэтические произведения получили высокую оценку читателей и критики. Первая книга стихов и поэм Аргамаки вышла в 1961 году. В этом же году была опубликована его поэма «Земля, поклонись человеку», которая вошла в число лучших произведений советской поэзии и принесла Олжасу Сулейменову широкую известность. Это гимн человеку и человечеству. В поэме отразились размышления поэта над судьбой человека, над его помыслами. Особо звучит отношение поэта к женщине. Женщина для него – это прежде всего мать, сама жизнь – начало-начало. Последующие годы были очень плодотворны для Олжаса Сулейменова. В 1962 году выходит в свет поэтический сборник «Солнечные ночи», за ним последовали «Ночь Париженка», «Доброе время восхода», «Год обезьяны», «Каждый день утро», «Круглая звезда», «Трансформация огня», «Аз и я», «Язык письма». Глиняная книга – одно из важнейших произведений Олжаса Сулейменова. Это древняя история любви, которая делает человека выше всего.